В Якутии продолжается комплексная работа по снижению уровня бедности. В наступившем году государственная поддержка по линии Министерства труда и социального развития для ряда категорий граждан стала более весомой. Так увеличились размеры выплат. Увеличен в 2 раза материнский капитал «Семья», который предоставляется за третьего и последующих детей. То есть если ранее он был порядка 150 тысяч, сейчас он составляет ровно 300 тысяч рублей. То есть в связи с этим индексированы все меры соцподдержки, это и дети столетия, сейчас порядка 110 775 рублей. Это предоставляется всем детям, которые рождаются на территории Республики Саха-Якутия. Также за региональный мат-капитал проиндексирован и все пособия, и все, в принципе, детские выплаты. В наступившем году был расширен перечень мер социальной поддержки для детей войны. В данную категорию входят граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 по 31 декабря 1945 годов. В настоящее время в Алданском районе насчитывается порядка 2000 человек, чье детство пришлось на военное лихолетие. Если ранее мы предоставляли ежемесячные выплаты, сейчас будет еще дополнительно введена единовременная выплата к 9 мая в размере 3000 рублей. Для некоторых категорий граждан предусмотрен ряд дополнительных мер. На финансовую поддержку от государства теперь могут рассчитывать молодые пары, заключающие брак. Для получения денежной выплаты супругам необходимо заполнить заявление на портале Е-Якутия. У нас введена новая мера социальной поддержки. Это для молодых семей, то есть для тех, кто впервые вступает в брак до 25 лет, будет единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Утверждение дополнительных гарантий проводится в рамках проекта по снижению уровня бедности в Якутии. Напомним, в сентябре 2023-го глава республики Айсен Николаев подписал указ о комплексе мер, направленных на улучшение благосостояния жителей. Согласно поставленной задаче, к 2028 году планируется снизить уровень бедности вдвое по сравнению с показателями 2022. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.